Доброе утро, дорогая республика. Как всегда, 7:00, телеканал Якутия-24 НВК Саха приветствует всех наших утренних телезрителей. Мы желаем всем прекрасного, хорошего утра, продуктивного рабочего дня, ну и, конечно, доброго семейного вечера. Ну и, как всегда, мы говорим о том, что мы работаем в прямом эфире. Если вдруг что-то упустили или желаете пересмотреть, всегда можете заглянуть на наш телеграм-канал, который вы видите прямо сейчас на экране. Сканируем QR-код и добавляемся к нам в большую команду. Ну что ж, как всегда, конечно же, первый вопрос, которым задаются многие из нас, это какая же у нас погода за окном, и мы готовы вам рассказать о ней. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 38 градусов. В заречной группе 21-38 ниже 0. В южных минус 29, минус 39. В Вилюйской группе Луса 28-33, в Нижнеленских до 35 градусов мороза. В западных 32-39. В Колымы-Дигирской группе Лусов 22-33 ниже 0, в Янских до минус 34 со знаком минус. На северо-западе 32-38. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 29 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Штиль. Сегодня днем слабый снег, ветер юго-западный 2,5 метров в секунду. Температура днем ожидается до минус 20 градусов. Ну, я знаю, что многим из наших телезрителей очень полезно с утра просыпаться именно с последними событиями, которые произошли на территории нашей республики за ее пределами. И именно поэтому наша команда из новостной службы уже готова рассказать вам об этом. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. В России в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» запускается единый регистр пациентов с 12 типами социально значимых и хронических заболеваний, включая онкологию, диабет и сердечно-сосудистые патологии. Эта система позволит медикам отслеживать состояние больного на всех этапах – от постановки диагноза до контроля результатов лечения. Параллельно в регионах активно внедряются меры по ранней диагностике и оперативной помощи. Например, в Чувашии массовые ультразвуковые исследования позволили выявить более сотни случаев рака на ранней стадии. А в Нижегородской области модернизация кардиоцентров и развитие санитарной авиации помогают спасать пациентов в экстренных ситуациях. В этом году медицинский институт СФФУ вводит 2 новые специальности. Поступающим предлагается пройти обучение по направлению лечебное дело на базе среднего профессионального образования. Данная программа позволит подготовить новые кадры фельдшеров, которые смогут вести работу в дальних улусах республики. А также начнет работу магистерская программа управления сестринской деятельностью. Специальность предназначена в первую очередь для повышения квалификации уже работающих медиков, которым с будущего года потребуется обязательное прохождение соответствующего обучения. Новые специальности, открытие этих программ – это как бы требование жизни, да, можно сказать, потому что ощущается нехватка кадров в этой области. И я уже сказала, что это особенно фельдшера, они нужны в труднодоступных населенных пунктах. По этим 2 программам бюджетных мест не будет. Будет по 30 платных мест. Отбор будет проводиться по профессиональному тестированию, которое проводит наш медицинский институт. В республике тенденция роста с заболеваемостью сахарным диабетом настораживает. Всего в Якутии зафиксировано 35 тысяч человек с этим диагнозом, а в Усть-Алданском улусе состоит на учете 611 пациентов. Поэтому в рамках организационных мероприятий Министерства здравоохранения республики в Улусе работала мультидисциплинарная бригада с регионального эндокринологического центра. В течение 2 дней 3 врача-эндокринолога осмотрели 100 пациентов. Некоторым написали направление на дальнейшее обследование в эндокринологический центр. Грозная тенденция
то, что вот наши дети, подростки уже имеют избыточный вес, ожирение даже у некоторых детей. Это все связано, опять же, с перееданием, с фастфудами, с этими гамбургеры, колы. Энергетики, да. То, что они сидят в гаджетах, уже на улицах не играют, никаких подвижных игр нету. Это, конечно, плохая тенденция. В спорткомплексе «Дахсун» стартовали соревнования по стрельбе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением слуха. В течение нескольких дней спортсмены из Амгинского, Нюрбинского, Хангаласского и других районов будут оспаривать возможность войти в состав сборной Якутии по пулевой стрельбе. Соревнования проходят по 2 видам: стрельба из пистолета 30 выстрелов и из пневматической винтовки 60 выстрелов. Нововведением чемпионата стало разделение спортсменов на женщин и мужчин в финальном зачете. Воздушкой стреляю. С 2024 году тут тоже приходила. А в этом году я одна, представляю. Вот недавно в Сунтарском улусе у нас было. Поэтому, немножко тренированная пришла. Постараюсь. В Якутске 5 марта в 10-й раз пройдет торжественное шествие в национальных костюмах народов Якутии, приуроченное ко Дню народного мастера. Участники, среди которых творческие коллективы, национально-культурные объединения и семьи в аутентичных нарядах, пройдут по улице Дзержинского от Дома дружбы народов до площади Орджоникидзе. Сбор участников начнется в 11 утра, а само мероприятие стартует в полдень по местному времени. Празднования охватывают всю республику. Торжественные шествия, выставки и мастер-классы проходят в Алекминском, Оленёкском, Кобяйском и многих других районах. Всего в столице региона до 20 марта запланировано 15 крупных мероприятий, включая выставку-ярмарку «Якутия мастеровая», форум мастеров и конкурс якутских ножей. На сегодня 3 марта. Ежедневно в России и в мире отмечает какой-либо праздник, памятную дату или знаменательное событие. Естественно, все праздники в году запомнить невозможно, да и в этом нет необходимости. Ведь у нас есть постоянная рубрика, которая напоминает нам ежедневно о важных датах и событиях. Давайте же узнаем, чем знаменателен сегодняшний день. На календаре 3 марта. Сегодня отмечают Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы. По народному календарю овсянки. В этот день почитали птичку-овсянку, которая слыла вестницей скорого тепла. Прилет овсянки в этот день обещал скорое наступление теплых дней. Люди говорили, что в этот день нет от Ярилы укрытия снегу, топит он его, не жалея сил. Женщины пекли овсянки. Овсяное печенье. Этот день в истории. 1585 год. В Веченце открылся театр Олимпико. 1613. Земский собор избрал царем Михаила Федоровича Романова. 1861. Император Александр II подписал манифест об отмене крепостного права. 1920. В Москве открылся Дом печати. Сегодня Центральный дом журналиста. В этот день родились Алексей Абрикосов, российский предприниматель, основатель концерна «Бабаевский». Александр Белл, американский ученый, изобретатель и бизнесмен, основоположник телефонии. Татьяна Акуневская, советская актриса театра и кино. Артур Коренберг, американский биохимик, нобелевский лауреат. Римма Маркова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. Именины сегодня отмечают Василий, Виктор, Владимир, Кузьма и Лев. Ну а теперь давайте перенесемся в Благовещенск. Там вчера завершился 8-й международный российско-китайский фестиваль зимних видов спорта «Зимфест Амур». Несмотря на суровую погоду, праздник на льду реки Амур объединил более 20 тысяч зрителей, спортсменов и артистов из 2 стран. Фестиваль зимних видов спорта каждый год проходит в Амурской области, и с каждым годом событие набирает обороты.
Посреди замерзшей реки встретились хоккеисты Татарстана и провинций Хэлюцзянь и Анхой. Параллельно стартовали заплывы моржей. Ревели грузовики КАМАЗ и Урал Мотоспорт в гонках. Ну а фигуристы устроили шоу прямо на льду. На зимний праздник приезжали и почетные гости, такие как Николай Валуев, Евгений Медведева, Дани Зарипов и олимпийская чемпионка из Китая по шорт-треку Джан Ютинь. В течение 2 дней спортсмены проводили мастер-классы для молодых амурских спортсменов и делились секретами своего мастерства. Помимо спортивной программы, насыщенные дни были и культурными мероприятиями. Татарская кухня, чай из амурских трав, снежная битва. Кстати говоря, был установлен рекорд 24 команды. Также проходил хоккей на валенках, мастер-классы в Доме российско-китайской дружбы. Можно было сделать самому гравюру и увезти домой кусочек фестиваля. В соревнованиях, конечно же, победила дружба. Но если говорить про спорт, то наши пловцы, гонщики и хоккеисты забрали практически все золото. Особенно порадовала юношеская команда Амурской области по хоккею. Ведь они обыграли китайскую сборную со счетом 5-2. Завершился весь праздник спорта красивым заездом автомобилей и фейерверком. Сказал, что они более сильны в техническом плане. В плане поддержки, в плане подготовленности автомобиля, в плане, соответственно, да, та же резина, да, то есть шины – это основное в данном виде спорта, и, естественно, от их состава очень много еще зависит. И у китайской стороны есть определенные наработки в этой части. Мы видим некоторые марки, которые ранее даже никогда не встречали. Такое праздничное мероприятие между 2 дружеских стран на середине реки Амур. И это такое праздничное настроение, хорошая атмосфера и незабываемые ощущения. Довольно техничная команда. Ребята все такие мастеровитые, цепкие. Порой в моментах даже очень тяжело было с ними играть, потому что они кусаются, цепляются до последнего. Вот, хорошая команда. Замечательный праздник спорта, я думаю, многие из вас согласны. А ведь любовь к спорту не рождается в один момент, она начинается с малого. С того самого утра, когда вы решаете не просто проснуться, а пробудить себя, ну, например, размять затекшие мышцы, разогнать кровь, вдохнуть полной грудью. Всего лишь 10 минут простой зарядки, и вот вы уже чувствуете прилив сил, а мир кажется ярче. Это и есть тот самый крошечный шаг, но именно он может стать отрывной точкой от утренних наклонов и приседаний, например, к пробежкам в парке, от легкой разминки к первым соревнованиям и от привычки двигаться к настоящей страсти к спорту. Доброе утро, Якутия! С вами я, тренер Мария. Сегодня покажу вам легкую тренировку для тех, у кого больные суставы и для тех, у кого большой вес. И начнем мы с джампинга в ходьбе. Ноги вместе, ручки опустили вниз. Коленки согнули на вдохе, на выдохе левую ногу в сторону отвели, вдох, выдох. И так по 10 раз на каждую ногу. Вдох, выдох. Дышим, вдох через нос, выдох через рот. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И следующее у нас колено-локоть. Ноги поставили на ширине плеч, руки за голову. И на выдохе коснулись колено-локоть. Выдох. Выдох. И так тоже 10 раз на каждую ногу. Выдох. Выдох. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Следующее у нас выпады с подниманием бедра. Внизу сделали глубокий вдох. Переднее колено должно образовать 90 градусов. Задней ногой не касаемся пола. Вдох сделали, выдох, подняли бедро. Вдох, выдох. Итак, на каждую ногу по 10 раз. Выдох, вдох, выдох. 5, 6, 7, 8, 9 и 10. И сейчас покажу я вам легкий вариант бега с высоким подниманием бедра.
Ручки поднимаем вверх и на выдохе касаемся колен. Выдох, вдох, выдох. По 10 раз на каждую ногу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Про дыхание не забываем. Вдох через нос, выдох через рот. Тренировка была достаточно интенсивная, поэтому между подходами делаем 15-20 секунд отдыха. Заверши утреннюю зарядку вдохом и выдохом. Поднялись на носочки. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Еще раз вдох и выдох. Вам еще до сих пор сложно проснуться? Возможно, наш мозг еще находится в режиме спячки, а тело просто не хочет подчиняться. Тогда есть достаточно необычный способ запустить внутренние механизмы. Это устроить себе небольшой мозговой штурм. И это не хаос, а целенаправленная речевая разминка. Ну, например, четкое произношение сложных слов, скороговорок, звуковых сочетаний. Либо можно просто сесть и обсудить за чашечкой утреннего кофе, например, как произносится правильно то или иное слово. Не приходит ничего на ум? Тогда смотрим нашу постоянную рубрику «Говорим правильно». Там всегда есть о чем задуматься и что-то новое для себя узнать. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы с вами снова поговорим о сложностях образования множественного числа существительных. К сожалению, нередко люди сталкиваются с тем, что с их деснами не все бывает в порядке. А еще бывают сложности с образованием множественного числа слова «десна». Конечно, мы надеемся, что с вашими деснами все в порядке. Но если вдруг вы когда-нибудь прочитаете название статьи типа «Почему кровоточат десна?», то мы вам посоветуем поискать более надежный и компетентный источник информации. Почему? Потому что в русском языке, в его основном литературном варианте, есть только один верный вариант формы множественного числа слова «десна». Правильно говорить десны. Кровоточат десны, воспаленные десны, ну или наоборот, здоровые десны. А вот что такое десна, словарь не знает. И, возможно, стоматологи тоже. Давайте говорить правильно. Всего доброго! А чтобы десны не болели и кашель не появлялся без причин, а температура не поднималась внезапно, что мы обычно делаем? Правильно, укрепляем иммунитет. А ведь мы зачастую правильно питаемся, высыпаемся, закаляемся. Но еще есть, конечно же, один очень проверенный способ защитить себя и близких. Это вакцинация. Согласитесь, проще предупредить болезнь, чем потом бороться с ней и ее последствиями. В условиях Якутии, где зима длится долго, организм испытывает дополнительную нагрузку, такая защита особенно ценна. Как выстроить надежный план вакцинации для взрослых и детей? Разберемся вместе с нашим утренним гостем. У нас в студии Фатина Федотова, врач-эпидемиолог медицинского центра города Якутска. Доброе утро. Здравствуйте. Фатима, расскажите, пожалуйста, почему врачи так постоянно настаивают на вакцинации? Прям с малых лет, как только ребенок вообще рождается, да, и потом уже детский сад, школа, да, и так далее. В чем главная польза вакцины для человека и для общества в целом? Вакцинация является одним из самых важных открытий человечества. Именно благодаря вакцинации мы победили натуральную оспу, полностью ее ликвидировали в 1980 году. И мы сейчас идем к тому, чтобы полностью ликвидировать дикий полиовирус, который вызывает полиомиелит. Также у нас снизился уровень заболеваемости таких инфекций, как корь, краснуха, паротит. И мы, например, давно не видим случаев дифтерии. И это все благодаря вакцинации. Угу. То есть, конечно же, про положительный результат знают многие, да? А вообще, в целом, ну, ведь существуют и другие ситуации, когда, допустим, после прививки ты все равно заболеваешь, да? И здесь у многих возникает вопрос, а зачем тогда мы ее ставили?
Ну, давайте посмотрим. Например, мы прививаемся живыми вакцинами, как корь, краснуха, паротит. И эта вакцина дает до 92-95% именно защиты. Это очень хороший уровень. И эта защита у нас сохраняется почти на всю жизнь. Если мы прививаемся инактивированными вакцинами, также формируется хороший иммунитет, но имеет тенденция к угасанию, и обязательно нужно ревакцинироваться. Также нужно понять то, что поствакцинальный иммунитет, оно формируется через 2 недели, только через 2 недели. Это очень важно знать, особенно в эпидсезон гриппа. Нужно заранее готовиться, да? Да, вакцина не дает стопроцентной гарантии того, что ты точно не заболеешь, но дает гарантию того, что ты не заболеешь тяжелыми формами. Также у нас формируется коллективный иммунитет. Это не коллективный иммунитет, и мы защищаем тем, то, кому эти вакцины противопоказаны. А то есть такая группа людей, кому, к сожалению, нельзя получать такие вакцины, да? Да, есть. Ну и вот раз уж так все время нужно же следить за этим, да, потому что эпидемий много, там сезонов много, да, когда те или иные вирусы распространяются быстрее, да, и вот здесь приходит на помощь календарь вакцинации. Что это такое и для чего вообще его нужно соблюдать? Календарь вакцинации – это у нас система планового введения вакцинации. Она у нас утверждена Минздравом в 2021 году. Оно разделяется на национальный календарь прививок и национальный календарь прививок по эпидпоказаниям. В национальный календарь прививок у нас входит 12 инфекций, которые обязательны. Против каких инфекций мы имеем вакцины? Которые не имеют лечения, которые могут вызвать эпидемии и которые вызывают тяжелые последствия. То есть это все ведется контроль в календаре, да? Да. Вакцинации. Хорошо, но вот тогда вопрос, какие прививки обязательны детям? Все-таки вот как-то в большей степени родители задумываются вообще о прививках, вот именно когда тема касается детского возраста, да? И самый главный вопрос, можно ли пропускать? Какие-то ставить, какие-то нет? Нет, все вакцины обязательно. Я бы даже сказала, нужно прививаться сверх календаря, национального календаря. Какие вакцины у нас входят? У нас 12 входят, такие как гепатит Б, туберкулез, пневмония, дифтерия, столбняк, полиомиелит. Ну, все они важны. Например, вы знали то, что пневмококковая инфекция, гемофильная инфекция в 80 случаев пневмонии, средних отитов, менингитов вызывают они. Поэтому они все очень важны. Каждая вакцина, она важна. А вот во взрослом возрасте что посоветуете? Может быть, есть какие-то определенные вакцины, которые необходимо ставить всем? Да, во взрослом возрасте мы прививаемся какими вакцинами? Обязательно это дифтерия, столбняк. Последний раз мы получали его в 14 лет, и каждые 10 лет вот эту прививку мы должны повторять до конца жизни. Корь – самая контагиозная болезнь, до 95%. Да? Если человек не ревакцинирован, не имеет данные о прививке, не вакцинирован, то он обязательно должен быть привит от кори. Также есть гепатит Б. В течение жизни мы должны получать 3 прививки от гепатита Б, но у нас есть группы риска, которые должны получать ревакцинацию. Это у нас медицинские работники, пациенты, которые у нас на диализе, и те, которые идут на большие оперативные вмешательства. И еще обязательно грипп. Грипп, он очень важен, мы им прививаемся каждый год. А подскажите, а есть ли какие-то списки, да, прививок, которые нужно проходить именно весной? Вот впереди у нас такой сезон очень проблемный, да, потому что, опять же, это будет ОРВИ, да, и так далее. Нужно ли прямо уже сейчас об этом подумать? Какие у нас прививки весной, какие актуальны? Что у нас актуально весной? Это, конечно, паводок и клещи, да? Паводок нужно прививаться от гепатита А и от дизентерии, но нужно учитывать то, что прививаются только те, кто живет на подтопляемых территориях. Это у нас Даргылах относится в городе, да, и в пригородах. Это Капитоновка, Кангаласы и так далее. А клещей мы должны знать то, что наш регион не относится к эндемичному региону, и мы прививаем только группы риска.
против клещевого энцефалита. Это кто? Это у нас МЧСники, авиалесохрана, вахта, те, кто работает на лесозаготовках. Мы их прививаем планово. Но у нас есть 6 районов, которые эндемичны. Это у нас Алдан, Нерюнгри, Ленский, Алекмитский, Сунтарский, Хангаласский. Вот там клещевой энцефалит очень актуален, и там прививаются и дети, и взрослые. То есть вот примерный перечень, о чем нужно позаботиться уже сейчас. Да. Фатина, спасибо большое за то, что посетили наш эфир. Я думаю, нашим уважаемым зрителям была полезна эта информация. Кто, возможно, еще не получал прививку, успевайте позаботиться о себе и своих близких. Ну а вам мы желаем хорошего рабочего дня. Спасибо. Думаете, зима – это время укутаться потеплее и забыть про различных насекомых? Ну, например, как уже поговорили мы с доктором, клещей. А вот и нет. Именно сейчас, как сказал наш гость, самое время позаботиться о защите от них. Да, клещи еще спят под снегом, но ваш иммунитет нет. Если поставить первую прививку в январе или феврале, то к весне организм уже выработает надежную защиту от энцефалита, опасного заболевания, которое может привести к поражению нервной системы. А наш коллега Евгений Никифоров уже подумал об этом и отправился получать вакцину. Как прошел этот опыт, узнаем далее. Сегодня моя миссия – поставить себе очередную прививку, вакцину от клещевого энцефалита и обезопасить себя от укуса клещей. Мне кажется, это первоочередное, что должен знать каждый активный турист, путешественник. Совсем скоро сезон отпусков, и самое время позаботиться о безопасности вашего активного отдыха. Итак, мы находимся в Якутском вакцинальном центре. Именно здесь поставят ту самую прививку, которая позволит вам, может быть, даже выжить, не побоюсь этого слова, потому что это очень важно. В первую очередь, перед прививкой нужно заполнить согласие на обработку персональных данных. Так, и идем в процедурную. Здравствуйте еще раз. Так, смотрите, друзья, у меня есть сертификатик мой, который выдали при предыдущих прививках. Вот он таким образом выглядит. Синенькая или фиолетовая книжечка. Здесь указана ваша фамилия, имя, отчество и даты наименования прививок, которые вы уже получили. Конечно же, все вакцины, все прививки имеют определенный срок действия, срок годности. И сегодня у меня, так сказать, ревакцинация, да, наверное, происходит. Жалоб нет, самочувствие хорошее. О, супер. А насколько заранее нужно ставить прививку конкретно клещевого энцефалита? Там ведь какая-то программа, курс какой-то есть. Значит, первый раз делаете загодя до выезда. Если вы первый раз делаете, то вторую нужно делать от месяца до 7 месяцев. Это как по стандарту. Если вам срочно надо выехать, то через 2 недели. Это такой ускоренный. Это ускоренная схема такая. Потом следующий от второй вакцинации через год однократно, а затем каждые 3 года однократно. Полгода получается, да? Когда иммунитет будет поддерживать. Когда будет поддерживать иммунитет. Замечательно. А можно ли детям ставить прививку от энцефалита? Потому что многие семьи приезжают и со скольки лет? С года. С года уже, да? Клещевок, да. Вакцина клещевак от года, а энцефалит с 3 лет. Схема такая же, как у взрослых. Как у взрослых. Какие-нибудь реакции на эту прививку могут быть у людей? У организма? Хорошо переносится. Может быть некая температура, боль в области укола, слабость, головная боль, но это не обязательно. В основном переносится очень хорошо. Ну, бывает чуть-чуть боль в области укола. Но, правда, противопоказано для больных бронхиальной астмой. Это нужно просто после консультации аллерголога. Вот, и все. Противопоказания тоже острые заболевания, обострение хронических заболеваний, онкозаболеваний, ну вот бронхиальная астма. Пересаживаемся. Обязательно продемонстрируют вакцину, которую вам будут ставить. Ага. Как перед любым уколом немножечко волнуюсь. Это, наверное, у всех с детства боязнь иголок. Но, честно сказать, не первый раз ставлю, и это совершенно безболезненная процедура. Ну, буквально, что называется, как комарик укусил. Угу.
Супер. Так, придерживаем. А скажите, пожалуйста, в любой день, в любой момент можно так вот прийти, то есть не нужно записываться или часы работы какие-то? С 9 до 5 каждый день можно быть. Очень удобно. Итак, что я хочу сказать. Если вы собираетесь провести активно отдых где-то вместе, кишащим клещами или другими опасными насекомыми, переносчиками болезней, то непременно сделайте себе прививку, вакцину от клещей, от клещевого энцефалита и множества других болезней, которые могут переносить клещи. Это сделает ваш отдых спокойным и, главное, безопасным. Мы знаем, что многие из вас только открыли глаза и наливают, возможно, чашечку кофе, ну а также планируют свой день. А что может быть лучше, чем вдохновляющая история с утра и, возможно, идея для завтрака? Говорят, что в кулинарном мире уже все придумано. От молекулярной кухни до трехэтажных бургеров. Но оказывается, секрет успеха может быть совсем простым. Это искренность и родной язык. Пока мировые шеф-повара соревнуются в сложности техник, 10-летний Артем из Якутска собирает тысячи подписчиков, просто готовя как дома, а самое главное, он пока готовит, разговаривает с камерой на якутском языке. И знаете, у него это блестяще получается. Он и танцует, и готовит, и в школу успевает, и даже на бокс ходит. Как ему удается все это совмещать и что он приготовит в новом выпуске, узнаем прямо сейчас. Обычным вечером на обычной кухне происходит магия. 10-летний Артем превращает вареные яйца и рыбные консервы в шедевр. Сегодня в меню салат мимоза. Рецепт простой, но именно за простоту его и полюбили его подписчики. В кадре Артем всегда улыбается, танцует и комментирует процесс на родном якутском языке. Это и стало его визитной карточкой. Всего за 20 дней блог Артема собрал сотни тысяч просмотров и 2000 подписчиков. В детстве смотрел фудблогеров, они очень прекрасно готовили, отлично. Я мечтал быть таким же, ну и вот стал таким. За каждым роликом стоит труд не только юного повара. Главный человек на съемочной площадке – мама. Именно она после работы берет в руки телефон и становится оператором. По-простому снимаю, без штатива, без ничего, по-простому. Все на свой телефон и монтажирую там же. Ну, обычную готовку мы, получается, превратили в кулинарный блог. Съемки у Артема проходят по расписанию 3 раза в неделю, как уроки в школе. Рецепты он находит в интернете, но всегда переделывает их под себя. Упрощает так, чтобы любое блюдо смог приготовить даже ребенок. Я все люблю готовить. Сам придумываю. Ну, бывает и иногда смотрю видео, из-за этого там интерес приходит. Учительница сама на меня подписана и готовит по моему рецепту. Бургеры приготовила. Рамен. А этот фартук и поварской колпак – подарок от бабушки, заказанный специально для Артема. Когда-то именно она научила маленького Артема готовить, месить тесто, чистить картошку, работать со специями. Теперь бабушка следит за успехами внука онлайн. Кулинарный блог уже привлек внимание рекламодателей. Однако Артем не собирается превращать блогинг в профессию. У него совсем другая мечта. Ну, шеф-повар хочу стать. Пока салат настаивается в холодильнике, Артем уже листает ленту в поисках нового рецепта. Подписчики ждут новых видео. А это значит, что завтра после школы Артем снова наденет свой фирменный колпак, мама включит камеру и начнется новая кулинарная история. Илана Захарова, Виктор Дичковский, Якутск. Пока юный якутянин учит всю страну готовить национальные блюда, другой блогер приехал к нам, чтобы эти блюда попробовать в самых настоящих экстремальных условиях. Туристический поток в республике продолжает расти. И теперь сюда едут не только за северной экзотикой, но и за проверкой себя на прочность. 40-градусный мороз для героя нашего следующего сюжета, прибывшего в Якутию, это была настоящая детская мечта.
В Якутию не за теплом, а за настоящим экстримом. Бразильский блогер Андерсон, известный 1,5-миллионной аудитории, решил осуществить свою давнюю мечту и бросить вызов холоду. И первым делом отважился на поступок, который шокирует даже многих местных. Нырнул в ледяную прорубь при минус 40 градусах. Okay, very good. Fantastic. Good job, he says. Okay? Yeah. Okay, I choose Yakutia because it was my dream since I was a kid. I always like extreme weathers. I always like extreme, like for cold. I always like cold since I was a kid. And I want to experience how is the coldest place in the world, and that's why. Якутяне встретили гостя с особой заботой и вниманием, помогали во всем и познакомили его с местными развлечениями. Особое впечатление на блогера произвела встреча с северным оленем. Раньше он видел этих грациозных животных только на экране телевизора. Very close, never. It's the first time that I see, and when we are kids, we saw the Santa Claus, ho 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 ho, with them, and they go like in this, and then I can see now for the first time like very close that I can touch, you know, and they are very дружелюбные, very friendly. Бразилец попробовал традиционные блюда Якутии, и больше всего его впечатлила строганина. Очень вкусно, muito bom. Very good. People pay a lot of money to eat sushi in the restaurant. Why? You can just eat the fish here, made by this guy. Интерес к экстремальному туризму в Якутии растет с каждым годом. Как показывает пример бразильского гостя, регион способен удивить даже самых искушенных путешественников. А Андерсон тем временем уже строит планы на новую поездку в Якутию. Несомненно, нужно сохранять культуру народов Севера, ведь она так уникальна, хрупка и несет в себе многовековую мудрость жизни в экстремальных условиях. Сохранять надо все по крупинкам, в первую очередь литературу. Ведь учебники родного языка фиксируют и уникальную лексику, и фольклор, и традиции. И, конечно же, кто, как не мы, должны об этом думать. Вот об одних из таких редких экземпляров поговорим в нашей постоянной рубрике «Книжная полка». Вот я держу в руках первые учебные книги на якутском языке. Они были составлены на унифицированном тюркском алфавите, который был принят в 1936 году во время съезда, первого тюркологического съезда в Баку. Он назывался Еналиф. Вот это был создан на основе латиницы. Вот такая вот графика. На этом алфавите вышло много книг, переводы сказок. Вот, сказки братьев Гримм на якутском. Этот алфавит, он пришел на смену вот алфавита Семена Андреевича Новгородова. Семен Андреевич Новгородов был одним из первых, кто перевел якутский алфавит на латинскую графику. Помимо этого, вот этот алфавит Новгородова был основан на международном фонетическом алфавите. Это значит, что он пишется так, как и слышится. Тут нету знаков препинания, нету заглавных букв. В алфавите Новгородова успело выйти где-то около 200 книг, включая 15 учебников, на которых учились. Это были первые массовые учебники для общеобразовательных учреждений. По ним учились вот наши прадедушки, прабабушки. И вот к ему потом в 30-х годах после первого тюркологического съезда пришел унифицированный тюркский алфавит Еналиф, как я уже сказал. Он уже немножко отличается. Как вы видите, тут вот есть заглавные буквы.
Вот есть знаки препинания уже, это уже потом. Вот так вот это история развития якутского языка, как он менялся, как развивался. Не только книги хранят всю историю народа, но и музыкальные инструменты. С древнейших времен музыкальные инструменты были не развлечением, а частью жизни. Так, например, в Якутии хомус передавал семейные предания. В Ирландии арфа хранила саги о героях. Ну а в Африке барабаны несли вести между деревнями. Музыкальные инструменты объединяют, а порой даже исцеляют. Доброе утро! И сегодня в рубрике хочу продолжить тему музыкальных инструментов, которые не просто доставляют удовольствие, но и являются источником объединения в вашей семье. Первый инструмент, который хочу показать, это маракас. Обычный маракас, и им могут пользоваться даже самые маленькие детки. Здесь он шумит не только внутри своего кокосика, но и снаружи. У него есть такие семена, которые создают дополнительное звучание. Если вдруг вы заметили какую-то хандру своих близких, апатию, дайте им позвучать этим инструментом, и от вибраций маракаса настроение точно поднимется. Следующий инструмент, который хочу вам показать, это бамбуковая палочка. Называется он шум дождя. Это звуки антистресса. Точно помогут вам успокоиться. Давайте послушаем. Этот инструмент на семейном музыкальном вечере я рекомендую дать тому, кто испытывает какой-либо стресс. Возможно, это ваш ребенок, который боится своих экзаменов предстоящих, и тогда он точно сможет сбалансировать, сгармонизировать свои эмоции и перестанет так волноваться. Следующий инструмент хочу показать в виде таких браслетиков. Их надеваем на руки или на ноги. Это косточки, это африканский инструмент. Он очень громкий, и поэтому рекомендую дать самому энергичному вашему члену семьи, потому что он будет и танцевать, и прыгать, и звенеть от души. Будет самым ярким звуком в вашем ансамбле. Давайте послушаем. В каждой семье бывает гиперактивный ребенок. И после игры с такими инструментами вашему ребенку определенно захочется тишины и спокойствия. И он будет понимать, что ему для этого нужно. Просто перестать быть шумным. Следующий инструмент — это корейский варган. Почему я его использую? Потому что он более безопасный для использования. Его используют на губах, а не на зубах, как якутский хомус. И он очень доступный для игры детям. Давайте послушаем, как же он звучит. Данный инструмент я рекомендую использовать тем, кто все-таки испытывает какое-то напряжение после трудного рабочего дня. Им хочется какого-то уединения с самим собой, потому что звуки, которые мы производим через варган, это все-таки работает наша дыхательная система, и мы чувствуем себя через тело, чувствуем свои эмоции, которые мы проживаем, выдыхаем, когда набираем какой-то ритм на этом инструменте.
продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. Председатель общественного движения «Якутия с тобой» Анна Ефимова и волонтер Дарья Павлова вернулись из гуманитарной миссии в ДНР. Они доставили бойцам-землякам более 500 килограммов помощи, включая домашнюю еду, пирожки, жареную рыбу, оладьи из карася и жеребятину, а также сшитые вручную спальные мешки, одеяла и символичные сувениры. Во время командировки волонтеры работали в местном опорном пункте, где помогали формировать наборы и сверять адреса для точной доставки посылок защитникам. Родственники воинов не указывают, оказывается, контактных номеров воина. И поэтому бывает сложно найти этого воина и еще свой контактный номер тоже не указывает. Работала комиссия в количестве 4 человек, и мы составили акт уничтожения невостребованных посылок. При встрече с воинами мы сами очень волновались. Это было такое чувство, которое не передается словами. В Центре занятости населения города Якутска женщины могут пройти повышение квалификации, переподготовку или профподготовку. Эти процессы займут от 2 до 3 месяцев. Самыми популярными направлениями среди представительниц прекрасного пола являются профессия бухгалтеров, экономистов и сотрудников отдела кадров. Также 5 марта в Центре пройдет День открытых дверей, посвященный Международному женскому дню. В программе мероприятия более 45 вакансий, мастер-классов по цветотипам и музыкальной терапии. Мамы в декрете, да, они могут воспользоваться программой, это национальный проект «Кадры». Там есть категория, это женщины, находящиеся по уходу до 3 лет. Либо это мамочка, которая не работает, имеет детей до 7 лет. Она может воспользоваться этой программой 1 раз. Проводим очень много мероприятий для них, наши совместные мероприятия с приглашением успешных женщин, которые открыли свое дело, либо же где-то в какой-то сфере они процветают. Да? В Бердигистяхе в стрелковом тире «Берген» завершился республиканский турнир по стрельбе из лука среди школьников и взрослых на призы спортсменов, окончивших разные годы отделения стрельбы из лука горной детской спортивной школы. В турнире соревновались 260 лучников из 21 команды. В эти дни определили победителей в классическом и блочном луке. Таким образом были разыграны 16 комплектов медалей в индивидуальных и командных стрельбах. По итогам очень напряженных состязаний лучших результатов добились представители из Горного, Хангаласского улусов и Якутска. Данный турнир на призы выпускников Горного улуса, они являются столь важными, потому что они традиционно проходят в феврале месяце. Они, конечно же, повышают массовость всех участников. С каждым годом все больше и больше становится. Спортсмены соревнуются по своим возрастным группам, дисциплинам, показывают свое мастерство, тем самым как бы конкуренция растет. Да? Если повышается мастерство, наша сборная республики на российских соревнованиях показывает достойный высокий результат. 3 марта произойдет единственное в этом году полное лунное затмение, известное как кровавая луна, из-за специфического оттенка спутников в тени Земли. Это редкое астрономическое явление, которое в следующий раз повторится только в 2028 году. Будет отчетливо видно в дальневосточных регионах России, включая Якутию. Общая продолжительность затмения составит более 5 часов, а его пик придется на 8 часов вечера по якутскому времени. В народных представлениях этот период связывают с повышенной тревожностью и нестабильной энергией, поэтому в день затмения рекомендуется воздержаться от крупных покупок. К этому часу это вся актуальная информация. До встречи в эфире. После серьезных новостей предлагаю немного размяться и переключить внимание на прекрасное. А на прошлых выходных в Якутске было очень жарко. И дело не только в погоде. В культурном центре «Сергеляхские огни» отгремел чемпионат Дальневосточного федерального округа по бодибилдингу. На сцену выходили сильнейшие атлеты со всего Дальнего Востока. Стальные мышцы, идеальные пропорции, море адреналина. Но среди всех участников выделялась одна удивительная пара. Вернее, одна удивительная семья.
семья. На сцену вышли мама и сын. Ольга Шапошникова и Вадим Богатырев. Они не просто болели друг за друга из зала, они вместе прошли весь путь подготовки. Как в одной семье уживаются два железных характера, кто кого мотивирует. Сегодня они сами расскажут обо всем. Ольга и Вадим, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну все, чемпионат позади, отгремел. Вот расскажите, как для каждого из вас он прошел успешно, неуспешно, добились ли результатов или все-таки все впереди? Я думаю, что я добилась результатов, и очень хороших результатов, и я очень рада. Я испытала очень море очень положительных эмоций. Да? Звание получили? Звание не получила, призовые места, призовую в тройку я не вошла, но это не главное. Для меня главное, что я вышла на сцену в купальнике, показала свою лучшую форму. И вообще вся атмосфера мне очень нравится. То, что и поддержка зала была большая. Большая, да? Да. Ольга, ну давайте расскажем, в какой дисциплине вы выступали, чтобы зритель уже понимал. У меня было две категории. Первая категория — это фитнес-эстетические мастера. Вторая категория — фитнес-эстетический ростовой, 164 сантиметра по росту. Вот так. Хорошо. Да. Вадим, как ваше выступление прошло? Хорошо, это был мой первый раз. У вас дебют? Да, дебют. Для первого раза, считаю, хорошо выступил. То есть был мандраж, было такое то, что у меня от тревоги упал сахар очень сильно, я начал течь, у меня начал течь грим. И я ходил несколько раз, в общей сумме я ходил 5 раз на коррекцию грима. То есть девочки, которые делали грим, им большое спасибо, то, что они меня выручали. То есть и такие нюансы есть свои, да? Да. То есть потек грим у человека, да, на выступлении. И это уже влияет, да, на то, как ты себя ощущаешь на сцене? Естественно, влияет, потому что вот вблизи, когда смотришь в зеркало, все в чернилах, как будто вот облили чернилами. Но, как оказалось, то, что я вышел на сцену, при том, что грим был вблизи, он такой потекший, но со сцены он выглядел, в принципе, хорошо. Да. Эффектно, да? И ты выступал в какой категории? Бодибилдинг, абсолютная категория. И, ну, надо сказать, что мама у тебя уже опытная спортсменка, да? Не первый раз принимает участие в подобных мероприятиях, да? А ты вот в первый раз. Тогда сразу возникает вопрос, вот что творится в душе? Кто больше переживает? Мама за сына или сын за маму? Конечно, я переживаю за своего ребенка, да, очень переживал. Он выступал на сцене, я снимаю на камеру, у меня мурашки. Как будто это я сейчас на сцене нахожусь. И я такая: давай, давай, Вадим, давай. Так повернись, давай еще сильнее, давай, напрягись. Очень, да, очень такой напряженный момент. Я очень волновалась, конечно. То есть Вадима. мама за сыночку все равно переживала. Конечно, А сыночка в это время за грим переживал, наверное, Да. больше, да? И думает, с такой поддержкой, как мама, справлюсь со всем. Или за маму тоже есть переживания всегда? Конечно, я переживал за маму, потому что она уже не первый год выступает, как бы, и гораздо бывает обиднее, когда человек выступает много из года в год и как бы может не входит какие-то в тройку лидеров не входят, поэтому я переживал, конечно. Ну и теперь давайте поговорим о вашем старте, да, вот с самого начала. Как вообще пришли в бодибилдинг? Потому что, ну, это достаточно такая интересная история, не каждый туда пойдет. То есть походы в спортзал — это одна история, а выйти на сцену, ведь это совершенно про другое, да? Кто кого заразил? Мама сына или сын об этом давно мечтал и маму отправил? Вот как все началось? Все началось с того, что мы познакомились с мужем, с папой Вадима в спортзале. Да, это был легендарный спортзал «Спарта». Вот, наверное, все-таки частичка каких-то генов передалось, да? Вот, но изначально у меня не было такого плана заниматься бодибилдингом. Я пришла в спорт просто поддержать фигуру, поддержать свое здоровье, да. Но потом уже в процессе я уже втянулась. Поняла, то есть у Вадима не было другого выбора? Другого не было, да, видимо, выбора. В крови уже было это, да? Влияние. Ну хорошо. Ну, Ольга, вы сегодня являетесь примером для многих женщин, которые думают, что после 50 уже поздно, да, что-либо менять, а уж тем более надеть купальник и выйти на сцену. Не каждый отважится на это, да? Вот как вы бы могли замотивировать, возможно, наших телезрительниц, кто сегодня сомневается в себе и думает, что уже поздно начинать? Никогда не поздно начинать. И главное, не ждать идеального момента. Он никогда не наступит, пока вы сами этого не захотите.
Просто придите в зал, просто начните заниматься и почувствуйте, ваше это или не ваше. Надо начинать. Ну, а ты, Вадим, как бы вот посоветовала, может быть, парням, да, которые сидят и думают, зачем ходить вообще в качалку и наращивать всю эту груду мышц? Для чего? Как для чего? Это как бы классика уже. То есть человек должен понять, на что он способен, на что способно его тело, потому что к какому-то возрасту уже будет невозможно вот этот потенциал отработать. То есть лучше все это с юности, с детства, грубо говоря, начинать и развивать. Себя, да? Ну и тогда вот все-таки вопрос. Добиться успеха в бодибилдинге – это все-таки тренировки, питание, или же это все-таки должно быть все в комплексе? Это все в комплексе. Тренировки, питание, восстановление, отдых – это обязательно. То есть вот именно так можно добиться побед? Да. На следующем чемпионате участвуем? Я еще думаю. А ты? Участвуем. Участвуем. То есть мы все равно ждем вас уже в этой студии с победами, с медалями, потому что у тебя все впереди. Ну и, конечно, мне кажется, Ольга, вы все равно должны выходить на сцену просто для того, чтобы быть мотивацией для многих-многих женщин. Да, я согласна с вами. Спасибо большое, желаю вам хорошего, прекрасного утра. На этом, наши дорогие телезрители, эфир подходит к концу. Мы не прощаемся, говорим вам до новых встреч. Увидимся завтра в 7:00 на телеканале Якутия 24.